Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вновь в рамках проекта «День студента» мы представляем Чувашский государственный институт культуры и искусств. Меня зовут Елизавета Руденская. А меня Иван Проворов. Музыка – это прекрасное проявление творческого начала человека, через которое, где свои чувства можно передать с помощью пения и игры на музыкальных инструментах. Об очаровательном виде искусства и его гранях мы поговорим сегодня с представителями факультета исполнительского искусства. Первая кафедра в нашей студии – это кафедра вокального искусства. Она является выпускающей и осуществляет обучение по специальности музыкально-театральное искусство и направлению подготовки вокальное искусство. И у нас в гостях сегодня представители этой кафедры. А именно... Да. Заведующая кафедрой, профессор, народная артистка Чувашской Республики, заслуженная артистка Российской Федерации Алевтина Васильевна Сергеева-Зинкина. А также Татьяна Приченкова, солистка Чувашского государственного театра оперы и балета. Лауреат международных конкурсов, выпускница Чувашского государственного института культуры и искусств по классу специальности вокальное искусство класса Алевтины Сергеевой-Зинкиной. Здравствуйте. 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 Ну что же, Алевтина Васильевна, скажите, пожалуйста, какое место в вашей жизни занимает оперное искусство? Оперное искусство, ребята, это моя жизнь. Я прожила в опере и стремилась, и очень ее люблю. Опера это высшее проявление творчества человека. Ведь в опере собрано все. Это театр, там все так, ведь, Танечка, это живопись, это музыка, это сценография, это голос прежде всего. Опера – это голос. И тот, кто награжден голосом, он не может успокоиться, если есть, конечно, стремление, пока не реализует его. А опера передать я не могу то состояние, когда ты в опере существуешь. Когда существуешь в опере, когда ты берешь верхнюю ноту, и зал, тысячный зал, в полной тишине тебя слушает. Ты его ощущаешь. Вот это счастье. Это счастье. И, конечно, счастье, когда мы в опере учим тех детей, тех девушек и юношей, которые пришли с голосами, это тоже счастье. Их посвящать вот в этот волшебный мир оперы. Как раз об обучении. Вы свою педагогическую деятельность начали в 2000 году в нашем Институте культуры и искусств. Да. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в нашем институте и о ваших учениках. Мы уже за все это время много выпустили ребят. Они в театре оперы и балет и по стране распространились, и по стране тоже, по России. И что хочу сказать, имея в республике театр оперы и балета, мы просто обязаны обеспечивать кадрами. Вот в тот же в хор не может же театр в наше время приглашать иногородних, правильно? Когда мы просто поставляем им кадры. Посмотрите, как изменился театр. Именно смена поколений произошла. И именно в то время связано с тем, что мы имеем наш институт. И мы имеем возможность обучать этому прекрасному искусству. Вот рядом со мной сидит моя ученица. Я ею очень горжусь. Она прекрасна в оперном искусстве, профессионально. И это наша гордость, что я всегда стремилась, еще с юных лет, хотела преподавать, хотела научить тому, чему сама умею. Вот это очень важно. У нас работают очень хорошие педагоги. Они тоже пришли из театра. Геворкян Валентина Владимировна, ее ученики тоже поют главные партии, поют в хорах.
у нас Валентина Анатольевна Архипова, она прекрасная пианистка, ведет камерное пение. Мы просто... И еще что я хочу сказать. Хочу сказать, что там нет обучения, где не поддержаны. Мы же поддержаны, нас же поддерживает, нас поддерживает правительство. Мы вуз регионального значения. Вот вы тоже пришли в вуз, учредителем которого является Министерство культуры Чувашии. Верно. Да. Ну и чтобы иметь представление об учениках Алевтины Васильевны, давайте посмотрим видеосюжет с оперы «Нарспи». Главные роли исполняют выпускники. Как раз Алевтины Васильевны. Да. Роль Ситнера – лауреат всероссийских и международных конкурсов, ныне солист ансамбля песни и пляски русской армии имени Александрова Сергей Кузнецов. А роль Нарспи исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов, ныне солистка Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца Ольга Васильева. Ребята, чем ценен этот отрывок? Тем, что он прямо со спектакля, с премьеры записан. Давайте посмотрим. Давайте. Татьяна, почему вы решили получать профессиональное образование по вокальному искусству именно в нашем институте? Ну, потому что, во-первых, наш институт культуры – это гордость Чувашской республики, наверное, не только. А во-вторых, я получила образование у прекрасного, любимого мной педагога Валентины Васильевны. Татьяна, что вас привлекает в служении оперному искусству и что вы посоветуете нашим студентам, обучающимся вокальному искусству? Ну, театр – это моя жизнь, а ребяткам я хочу пожелать стремления, удачи, жизненной энергии и всего-всего самого лучшего и стремиться к своей профессии. Наверное, можно сказать, что вы, ребята, не боялись пробовать, да? Конечно, конечно. Вот только с вашим труд. Опытом. Да, только труд, и день, и ночь я занималась, сидела, кроптела, и что-то, наверное, вышло. А что можете сказать еще немного вот именно о вашем обучении и ну вот именно у Алевтины Васильевны? Это огромная честь учиться у такого педагога, у такой замечательной, великой певицы, как Алевтина Васильевна. Я думаю, что я впитала в себя и взяла самое лучшее от нее.
Так и есть. Спасибо, Алевтина Васильевна, Татьяна, что рассказали нам о своем вкладе в вокальное искусство. А вам, дорогие друзья, мы можем с вами вместе увидеть и показать вам можем фрагмент из оперы «Шивармань», в котором партию «Сорби» исполняет как раз-таки Татьяна Проченкова, ученица Алевтины Васильевны. Давайте посмотрим. А мы напоминаем, дорогие друзья, что сегодня мы представляем Чувашский государственный институт культуры и искусств. Вань, я знаю, что ты закончил музыкальную школу. Удавалось ли тебе когда-то быть в роли режиссера? Ой, дирижера. Ну, режиссер и дирижер. Это, кстати, дирижер в каком-то понимании тоже режиссер. Ну, удавалось тебе быть? Ну, вообще, я учился по классу флейты, и поэтому дирижером мне, к сожалению, побывать не удалось. Вот. Но я знаю, что ты занималась вокалом. Но исполняла ли ты народные песни? Ну, вообще, это был эстрадный вокал, но и народные песни, кстати, иногда тоже исполняли. И, в принципе, это был интересный опыт. Ну, о хоровом дирижировании, народном пении и не только расскажут представители кафедры хорового дирижирования и народного пения, заслуженный работник культуры Чувашской республики, кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой хорового дирижирования и народного пения ЧГИКи Савадерова Анна Витальевна. А также выпускница нашего института 2008 года, преподаватель вокально-хоровых дисциплин Чувашского республиканского училища культуры Нарядова Наталья Валерьевна. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Анна Витальевна, в каком году была образована кафедра хорового дирижирования и народного пения?
Ну, надо сказать, что кафедра самостоятельно это плавание пошла в 2006 году, но первых наших студентов, первых абитуриентов по нашей специальности хоровое дирижирование мы приняли уже в 2003 году. И коллектив кафедры довольно немногочисленный, педагогический коллектив, но это все высокопрофессиональные педагоги, имеющие большой опыт работы именно в нашей области, в области подготовки, профессиональной подготовки специалистов для вот хоровой отрасли, хорового пения, дирижерско-хоровой отрасли. Ну, расскажите о педагогах вашей кафедры поподробнее. На нашей кафедре работают, педагоги нашей кафедры практически все имеют отличное профессиональное образование. Среди них почти все имеют ученые степени кандидатов наук педагогических и большой опыт и концертно-исполнительской деятельности. Это доцент нашей кафедры Наталья Борисовна Наринская, доцент Ольга Викторовна Капранова и педагог нашей кафедры из последних, так сказать, поступлений. Это Светлана Викторовна Владимирова. Она закончила Нижегородскую консерваторию, сейчас тоже занимается диссертацией. И надеемся, в очень скором времени она тоже пополнит наш вот коллектив кандидатов наук. Она очень активно работает, интересно работает. И я думаю, что у нее впереди очень большое такое будущее. А вот с 2013 года у нас на кафедре, кроме подготовки по специальности хоровое дирижирование, открывается профиль, такое вот направление подготовки искусства народного пения. И для преподавания дисциплин по этой специальности мы пригласили заслуженного работника культуры Чувашской республики Людмилу Валерьевну Петухову. Она большой специалист в этой отрасли, работает очень успешно. И вот в самые последние 3 года у нас еще один педагог появился, выпускник Саратовской консерватории, а еще недавно, буквально вот в этом году, он закончил магистратуру Чувашского государственного университета на факультете искусств. Это Григорий Валерьевич Солюков, тоже очень перспективный, увлеченный, что мне очень нравится в нем, увлеченный педагог и прекрасный контакт у него с ребятами. Давайте поподробнее еще раз перечислим, по каким специальностям и направлениям проходит у вас обучение. Да. Ну, у нас 3 основных, так сказать, профиля. Причем 2 из них очень близкие, потому что один называется очень так громко, я бы сказала, даже помпезно. Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором. Это специалитет, 5-летний срок обучения. Здесь мы учим ребят только по очной форме, заочной там нету. И 2 направления бакалавриата. Одно из них называется дирижирование, и второе – искусство народного пения. Здесь есть и очная форма обучения, и заочная. Очники учатся 4 года, заочники 5. В каких творческих конкурсах и мероприятиях участвуют ваши студенты? Ну, их очень много, конечно, этих конкурсов. Особенностью наших всех участий в конкурсах является то, что мы, как правило, там не индивидуально участвуем наши студенты, а коллективно, поскольку наша специальность – это хоровое пение, ансамблевое пение, и поэтому больше всего наших результатов связано с выступлениями вот коллективов наших. В первую очередь это учебный хор, Гаудамус он у нас называется. Надо сказать, что здесь нам помогают в этом хоре студенты, кроме дирижеров, студенты 1 и 2 курсов кафедры вокального искусства, за что им огромное спасибо. Но я думаю, что здесь обоюдная, так сказать, выгода, потому что они получают опыт и пения другой совершенно музыки, не той, которую они поют в классе по специальности, и опыт общения с музыкой. Вот Экзюпери говорил, что самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения. А у нас получается еще общение в
таком в ареале музыки, поэтому я думаю, это общение вдвойне полезно и приятно. Вот. И кроме учебного хора «Гаудамус», в конкурсных, так сказать, мероприятиях и концертах, творческих других мероприятиях участвуют еще наши малые составы. У нас их 3 получается так вот вокальных ансамбля. Ансамбль, учебный, опять же, ансамбль только дирижеров. И он поет только академическую музыку. И еще другой, те же девочки, но в другом амплуа, в другом репертуаре. У них вот такое красивое название «Илем». И, наконец, наш ансамбль, фольклорный ансамбль тоже, «Адал». Давайте немного поговорим о выпускниках вашей кафедры. Где они работают после окончания обучения? Ну, по профилю, в связи с особенностями нашей подготовки, основное их направление деятельности профессионально после окончания вуза – это, конечно, дирижерско-хоровая педагогика. Большинство из них связаны с работой в различных образовательных учреждениях, где есть вот дисциплина этого профиля. То есть это руководители хоров, детских, самодеятельных коллективов, ансамблей различных. И, конечно, наши ребята еще и являются участниками сами творческих коллективов профессиональных. Разумеется, Да. все студенты по-своему уникальны. Конечно, конечно. И посмотрим, давайте, как проявляется в их многообразном творческой работе. Прямо сейчас фрагмент произведений, над которыми они сейчас и работают. Наталья Валерьевна, расскажите, почему вы выбрали именно специальность хоровое дирижирование? Дирижер – это невероятно сложная, уникальная профессия. Ну вот представьте, заходишь в хоровой класс, а на тебя смотрит, Анна Витальевна, несколько пар, десятков глаз. И они подмечают абсолютно все. Во что ты одет, какое у тебя настроение, ловят твое малейшее движение. И тебе нужно аккумулировать все музыкально-психические ресурсы для того, чтобы началась работа. А итогом этой работы явилась музыка, которая внесла бы в сердца людей что-то светлое, прекрасное, душевное. А
А как сложилась ваша профессиональная судьба после окончания института? Ну, в 2008 году я закончила институт и начинаю работать в социальном университете на должности руководителя студенческим хором. Моей задачей являлось организовать ребят из разных факультетов в единый хоровой коллектив. Очень был интересно, достаточно интересный опыт. В 2014 году я с удовольствием принимаю предложение руководства Чувашского республиканского училища культуры попробовать себя в педагогической деятельности, быть преподавателем вокально-хоровых дисциплин. Я окунаюсь в мир народной вокально-хоровой музыки и ощущаю себя очень уверенно и комфортно здесь. Сейчас вы работаете как раз со студентами. Да. Что для вас больше всего приятно и что для вас больше всего вас радует в работе с ними? Вообще, когда работаешь со студентами, с молодежью, чувствуешь себя девчонкой 16-17 лет. Ну, а если серьезно, в основном я работаю с ребятами, со студентами второй курс специальности этнохудожественное творчество, с которыми я создала ансамбль «Нарядный», учебный ансамбль. И с ребятами 4-го курса специальности этнохудожественное творчество, с которыми был создан ансамбль «Краса». Ну, конечно, ребят, когда готовишь новые произведения, процесс работы, готовишься к выступлениям, к различным конкурсам, настолько всего много с ними переживаешь, что они становятся действительно родными и близкими людьми. Ну, номера вашего ансамбля отличаются друг от друга. Каждый из них задает определенный настрой и создает атмосферу. Один из таких номеров мы можем увидеть прямо сейчас. Видела,
что же, спасибо большое, что посетили нашу студию. Анна Витальевна, Наталья Валерьевна, спасибо вам огромное за то, что рассказали нам о кафедре хорового дирижирования и народного пения. Ну, а прямо сейчас мы можем увидеть концертный номер ансамбля «Илем» с песней «Лалипоп». Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop. Call my baby lollipop, tell you why. He kisses sweeter than a apple pie. Anyway, he does a shaky, rocking dance. Man, I haven't got a chance. Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop. Sweeter than candy, honesty. Huckleberry cherry on the high. If you had a chance, he'd be your big, but lollipop, he's mine. Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop. Crazy baby feels me, tell you why. Just like a lightning from the sky. You got to kiss me till I can see you straight. Dream of lollipop is great. Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, oh lollipop. А мы напоминаем, что сегодня в студии Чувашский государственный институт культуры и искусств. Весна. Прекрасная пора, когда хочется петь, играть на инструментах и создавать музыку. Продолжаем нашу сегодняшнюю программу знакомством с кафедрой теории, истории, искусства, музыкального образования и исполнительства. В нашей студии прекрасные представительницы этой кафедры. Исполняющий обязанности заведующей кафедрой старший преподаватель Гайбурова Наталья Владимирова. А также студентка 3-го курса направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» Гайнудинова Расима. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, Наталья Владимировна, что для вас такое ТИМОИ? ТИМОИ, как была расшифровка данной аббревиатуры, это кафедра теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства. Кафедра довольно творческая, и здесь реализуется направление подготовки, это музыкальное искусство эстрады, также музыкальное инструментальное искусство, профили. Здесь идут струнно-щипковые инструменты, баян, аккордеон, также духовые и оркестровые инструменты, и профиль также фортепиано. Музыкальное искусство эстрада, профиль идет эстрадно-джазовое пение. И также реализуется специальность, это искусство концертного исполнительства, по профилю оркестровые духовые инструменты. Я знаю, что подготовка профессиональных исполнителей идет, и артистов, ансамблей, преподавателей инструментов, так правильно? Да, здесь идет именно подготовка инструменталистов и преподавателей, артистов ансамбля и другие различные направления. А как проходит практика у студентов? Где они трудоустроены? Стоит отметить, что Институт культуры – это у нас больше творческая платформа для студентов. Они здесь могут себя реализовать и готовиться как профессиональные артисты. И
Также практика у них проходит в оркестрах города Чебоксары, в оркестрах Чувашской республики, в том числе в симфоническом оркестре Чувашского театра оперы и балета, также в оркестре симфонической капеллы и муниципальном концертно-духовом оркестре города Чебоксары. Также у нас практику студенты проходят в Институте культуры. У нас создан оркестр духовой под управлением Николая Алексеевича Смирнова. И также действует брас-квинтет Александрова, также являющийся и преподавателем, и выпускником Чувашского государственного института культуры и искусств. У нас есть фрагмент занятий как раз наших студентов, и давайте прямо сейчас посмотрим. Расима, ты участница группы «Жали». Расскажи нам, пожалуйста, о ней. Но мы подумали и решили, что хотим исполнять понравившиеся нам песни и собираться независимо от наших занятий. Вне пар руководителем стала Волкова Софья. Мы это делали в свое удовольствие, но почувствовали, что увлечение дает свои результаты, и решили поучаствовать спустя пару месяцев в конкурсе международном телевизионном «Созвездие талантов». Это был наш дебют, и он был очень успешный. Мы заняли гран-при на этом конкурсе. Мы были шокированы и приятно удивлены, что жюри так высоко оценили наш труд, сказали очень много замечательных слов про наш ансамбль и сказали, чтобы мы не останавливались. Получилось так, что мы продвигались как квартет, но со временем две участницы решили начать сольную карьеру, продолжить сольную деятельность, и мы пригласили к сотрудничеству третью участницу, и теперь продвигаемся как трио. У нас очень много творческих планов и задумок, и мы намереваемся их осуществить. Спасибо. А вот как раз мы сейчас заговорили о конкурсах. Наталья Владимировна, в каких мероприятиях принимают участие студенты еще помимо «Созвездия талантов», к примеру? Может быть, конкурсы, творческие фестивали? Расскажите нам. Проводится институтом очень много конкурсов. Вот недавно проходил огромный фестиваль «Калейдоскоп талантов», где тоже были задействованы студенты. Также у нас грядет конкурс «Инструментальная палитра», как раз тоже связан с духовыми инструментами. Он будет проходить 26 апреля. И различные мероприятия, также в научно-творческих практических конференциях выступают студенты. И в 2018 году осенью кафедрой был выигран грант главы Чувашской республики. Автором этого гранта у нас преподаватель выступала кафедра, это Алиса Леонидовна Агакова. Грант был посвящен музыкально-педагогическим традициям школы Ивана Яковлевича Яковлева. В рамках этого гранта были проведены несколько мероприятий. Это круглый стол и также первый республиканский конкурс имени Олимпиады Агаковой, посвященный композиторскому творчеству. И вот данный сборник «Краски музыки» как раз вышел по итогам. Можно показать данного конкурса. В том числе здесь представлены произведения выпускников Института культуры и в том числе
числе Рассиме. Спасибо большое. В феврале, кстати говоря, к нам в институт приезжала генеральный директор гильдии пианистов-концертмейстеров Ольга Бер с видеосюжетом о прошедшей встрече Александра Лысова. Как пришла у вас идея создать гильдию? Ну, вы знаете, очень многие хорошие начинания, и серьезные на самом деле, они начинаются в буфете. На банкете или в буфете, да. Это даже шутка такая есть. И вот наша гильдия, она тоже началась классически в буфете. С моей коллегой по училищу музыкальному при Московской государственной консерватории мы как-то встретились и на самом деле обсуждали, что вот очередной раз где-то кого-то из концертмейстеров именно где-то недооценили, где-то обидели, или там забыли на афишу вписать, или там опять что-то. Вот. Дело было начало 2000-х, когда много всего интересного нового начиналось, и такая была хорошая волна в этом направлении, в этом смысле. Люди создавали какие-то небольшие организации, какие-то малые предприятия, и вообще вот дух такой в воздухе был хороший очень для этого. В общем, вы рады, да, что вообще все так получилось, что так сложилось именно в вашей жизни? Вы понимаете, конечно, я очень рада, и это такое вообще неотъемлемая часть моей жизни, эта гильдия. Мои родственники по этому поводу шутят, причем так с долей сарказма скорее даже, чем просто шутки, что твой первый ребенок – это гильдия, а потом ты уже родила дочку, еще вторую. Поэтому тут, в общем, какая-то доля правды, наверное, в этом есть, действительно. Вы в нашем институте впервые. Может, вы с нами можете поделиться впечатлениями, атмосферой вообще, какая тут у нас царит? Что-нибудь скажете? Да, действительно, я в вашем институте впервые, и можно сказать, что в городе почти впервые. То есть я, насколько помню, я была в Чебоксарах еще в советское время, будучи ребенком, проездом путешествия на пароходике, как это бывает, да, то есть останавливается же пароходик, да, в Чебоксарах. Вот мы там выходили, не знаю, на полдня или там что-то нам тогда показывали, но это вообще было когда-то. Так, конечно, я город еще, можно сказать, и не видела, но зато я видела институт ваш. Так что, что я вам могу сказать основное? Вот основное совершенно точно, я абсолютно в этом уверена. Есть такая присказка, да, правильно, что вот рыба гниет с головы, да, и наоборот. То есть голова определяет то, что под ней, да, что такое голова. Это начальство, руководство, да, вот я сегодня имела счастье познакомиться с вашим ректором Натальей Ивановной. Вот, совершенно уникальный человек. Вот точно, я немножко с ней пообщалась. Я просто понимаю, что вот атмосферу и состояние, живое состояние института создает руководство. Конечно, безусловно, ректор подбирает окружение, соответствующее себе. И дальше это все распространяется в воздухе, в этой атмосфере. Я вижу, что здесь живое состояние, что людям интересно, что людям нужно. Ольга Леонидовна, спасибо, что посетили нас, приехали к нам в гости. Мы вас ждем снова, поэтому добро пожаловать. Да, не прощаемся. Да, мы с вами не прощаемся. Ты учишься по направлению подготовки музыкальное искусство эстрады. С чем связан твой выбор и почему именно наш институт культуры? Я с самого детства занималась творчеством, то есть с 5 лет это музыкальная школа, танцы. В классе 8 я поняла, что хочу петь, развивать свои вокальные навыки. И на тот момент я еще не понимала, чем хочу заниматься в будущем и кем хочу стать. Но ближе к выпускному классу я пришла к такому решению, что я хочу, чтобы это было не просто моим хобби, прекрасным временепрепровождения, а моей профессии. Я хочу, чтобы творчество и искусство окружало меня всегда. Я хочу находиться в этом. И почему наш институт? Наш институт закончила моя сестра. В прошлом году она выпускница была. И она сказала, что у нас с тобой здесь больше возможностей для раскрытия своего творческого потенциала. Поэтому приезжай. А по какому направлению она закончила? Тоже музыкальное искусство эстрады.
Ну что ж, а какие предметы тебе именно нравятся? Ну, конечно же, это специальность, это наше сольное пение, джазовое пение, работа с микрофоном. Это то, что составляет основу моей профессии. Еще это, конечно же, история музыки, история джазовой музыки, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, основа композиции, аранжировки, фортепиано и много других. Это дисциплины, которые расширяют наш кругозор. То есть мы не только исполняем наши песни, но мы еще изучаем, как зародилась музыка, историю великих композиторов и исполнителей, как создаются произведения, как они создавались, и учимся сами сочинять. Вот, сочинила. И это то, что как развивается наша личность из-за этого и развивает нас как артистов. А какие у тебя планы вообще на будущее после выпуска? Ну, я пока так далеко не думала. Сейчас я хочу улучшать свои творческие способности и сдать хорошо, успешные экзамены. Что ж, спасибо. Давайте немного поговорим, в принципе, о вашей кафедре. Как вы думаете, есть ли у вашей кафедры будущее? Что будет в будущем в вашей кафедре? Каких студентов мы ждем? Потому что у нас будет набор в следующем году. Расскажите нам немного. Будущее у кафедры, конечно же, есть, и я думаю, достаточно хорошее будущее. Мы ждем студентов, в основном исполнителей по самому названию кафедры, как это видно, и в основном творческих студентов. Также будут заключены новые договора о сотрудничестве. Сейчас, вот недавно было, как отметили, приезжала Ольга Леонидовна Бер. Она является генеральным директором гильдии российской концертмейстеров и исполнителей. И с ней тоже был заключен договор о сотрудничестве. Это раскрывает новые границы, открывает новые горизонты. И это сотрудничество в основном предполагает творческое сотрудничество. То есть наши студенты могут принимать участие в концертах не только нашего Чувашского государственного института культуры и искусства, а то есть уже выезжать за пределы Чувашской республики. У них появилась данная возможность. Также планируются и другие мероприятия. И я думаю, что будет подъем кафедры в целом. Расима, расскажи нам немного. Ты рассказала о своем обучении, о выступлении на конкурсах. А теперь поговорим о чувствах. Весна же все-таки. Да. Что ты чувствуешь, когда ты выходишь на сцену, когда ты смотришь на зрителей, играет музыка, и ты исполняешь произведение? Расскажи нам. Ну, как и все, наверное, волнуюсь очень сильно, но стараюсь чувства подавить, чтобы не испортить номер. Нас учат подаче. То есть я должна передать чувства и эмоции от песни. Нас этому учат и говорят, что должна быть энергия. То есть я выхожу, я, допустим, хочу, чтобы человек прослезился. Я должна спеть так, что как будто переживаю эту историю маленькую в своей душе. Наталья Владимировна Расима, спасибо, что выступили для нас сегодня в прямом эфире, что впустили нас в свой мир творчества. Ну и мы вынуждены с вами попрощаться и смотрим наш последний репортаж.